наверное, могли подумать, что мы находимся во дворце, но на самом деле это Башкирский государственный музей имени Михаила Нестерова. Здесь столько удивительных работ, в которые можно всматриваться часами, чтобы разглядеть каждую мелочь. Всего Михаил Васильевич Нестеров передал в музей 109 своих работ, в том числе его первую картину «Портрет старика», с которой началась его история как художника в 16 лет. А это вид из окна дома Михаила Нестерова. Узнали? Сейчас на этом месте гостиный двор. А эта картина заслуживает особого внимания. Она не закончена. Но вы просто посмотрите, сколько здесь мельчайших деталей и глубокого смысла. Оригинал картины «Видение отрока Варфоломею» находится в Третьяковской галерее. А эта картина имеет большую ценность, так как была первоначальным, неоконченным вариантом. Какая картина в этом музее тебе понравилась больше всего? Больше всего мне понравилась картина «Девочка-итальянка», потому что несколько лет назад я купила открытку с этой картиной, и сегодня я очень обрадовалась, когда увидела ее. А это зал русского и западноевропейского фарфора и стекла. Да, я бы тоже хотела начинать каждое свое утро с чашки чая из такого сервиза. А находясь в этом зале, мы окунаемся в культуру и историю XIX века. Как вы считаете, какие картины самые ценные в вашем музее? Для музея Нестерова абсолютно все экспонаты, все картины очень важны. Но особенно, конечно, мы дорожим нашей коллекцией русского искусства. Это XIX век и, конечно же, творчество Нестерова и Давида Бурлюка. А вам самим какая картина больше всех нравится? Я очень люблю картину «Крестьяне, собирающие виноград» Гончаровой. И в целом весь XIX век, рубеж веков, русский культурный ренессанс, потому что это очень сложное время с точки зрения политики, время, когда возникает абсолютно много новых направлений. Всего в музее 9 залов, и каждый из них по-особенному важен и несет свою историю. Мы уверены, что у каждого посетителя этого музея останется много ярких впечатлений. И каждый узнает для себя что-то новое. Елена Лунева, Самира Минева, специально для проекта «Культ. Ура!».